Аԥсуа телерадиолахәыра ахьӡала бзиала шәаабеит ҳәа шәасҳәоит. Даараӡа иҭабуп аамҭа ԥшааны аҳәынҭқарра телеканал аинтервиу ахьашәҭаз. Гәахәара дула еиҳа даҳгылеит усуд визитла Аԥсны шәахьаҭааз. Ари ҳара ҳзы даарак раҵанакуеит. Иахьа ушьҭа шәусура хшәыркәшоит, убри азыҳәаны иаҳҭахын иҳаҳарц абра иижәбаз ишәаҳаз шшәыдышәкылаз. Во-первых, я очень рад находиться среди своих друзей и хочу сказать, среди своей семьи, потому что мы делимся всеми чувствами между народом Абхазии и Сирии. Мы десятилетиями, даже сотнями летними вот эти отношения не прекращались. У нас есть одна семья между семьями абхазской и сирийской. И поэтому я с удовольствием приехал в Республику Абхазия для того, чтобы встретиться с представителями руководства и с народом Абхазии. Как известно, господин президент Аслан Бжаня посетил Сирийскую Арабскую Республику, и когда встретили его превосходительство президент Сирии Башар аль-Асад, мы не почувствовали, что господин Аслан как будто он чужой человек, как будто он был один из нас. И поэтому отношения сложились между двумя президентами, были крепкие и отличными. Самое главное, все абхазские граждане, которые проживают на территории Сирийской Арабской Республики, они чувствуют себя как сирийцы, одновременно сохраняя традиции, цивилизации Абхазии и проявляют себя как патриоты Сирии, полностью интегрировали свою жизнь с Сирией. Это лишний раз доказывает близость двух народов Абхазии и Сирии. И хочу отметить, что некоторые граждане Абхазии заняли очень высокопоставленные посты в правительстве и в армии Сирийской Арабской Республики. Поэтому даже мне трудно сказать, сколько таких людей, и трудно даже вспоминать их имена. Их очень много. Но они все проживают на территории Сирии как сирийцы, но ни разу не забыли свои традиции, как истинный абхазский народ. До окончания сегодняшнего визита я очень хотел, чтобы этот визит продлился еще дольше. Я хочу сказать, у меня прекрасное впечатление об этом государстве, о народе Абхазии. Я в качестве дипломата посетил очень много стран мира, но, честно, не видел красивее, чем вашу страну. И очень хочу пожелать народу Абхазии и руководству Абхазии успехов и процветания для того, чтобы укрепить стабильность Абхазии и для того, чтобы эта страна развивалась еще больше. Мы провели очень конструктивные переговоры, будто это с президентом господином Асланом Бжани или в премьер-министр с правительства Абхазии или министра иностранных дел Абхазии. И мы видели, что наши мнения совпали во всем. И вот мои впечатления. Вот за очень короткие дни, которые я провел здесь на территории Абхазии. И мы будем работать над выполнением тех договоренностей, которые были согласованы ранее и были, значит, сказаны в этом визите. Илаҳкарц ҳҭахын шәара шәҟынтәи Шьамтәылатәи Арабтә Республикаҿы иаҳа актуалра змоу, иаҳа хымԥада иӡбатәны иқәгылоу азҵаарақәа. Как вы упомянули, самая главная проблема, которая страдает сирийское общество и государство, это противостояние терроризму. Это терроризм, поддерживаемый Западом и во главе Соединенных Штатов Америки. И эти силы не хотят ни для России, ни никакой страны добра, стабильности и процветания народов. Терроризм, который напал на Сирию в 2011 году,
приехал к нам из более 100 стран мира, которые не хотели добра и процветания народа Сирии. И руководство страны и народа Сирии провели, значит, и потратили все усилия для того, чтобы противостоять этому терроризму, хотя эти усилия должны были концентрироваться для того, чтобы развивать страну. Поэтому этот агрессор, нет у него человеческого облика, и эти террористические элементы — это не люди. Конечно, кто бы их поддержал, не являются людьми. Эти группировки приехали в Сирию для того, чтобы уничтожить инфраструктуру и для того, чтобы уничтожить действительно процветающую жизнь граждан Сирии. У нас в процентах развития в Сирии до войны достигло 9% ежегодно. И в 2010 году даже больше, чем 9%. И мы хотели развиваться еще больше. Вот это первая наша цель. А вторая цель в данный момент является для нас приоритетом – это уход нелегитимных военных присутствий на территории Сирийской Арабской Республики. У нас есть регионы, оккупированные Соединенными Штатами Америки на северо-востоке страны, и они воруют, хищают богатство страны в этих регионах. Это нефть и сельскохозяйственные угодья, газ и множество другое, которое принадлежит сирийскому народу. И они воруют и продают их за рубежом. Даже в самый ужасный колониальный период времени для Сирии не было вот столько воровства богатства страны. Мы думали, считали, что Соединенные Штаты Америки самая богатая страна мира, но, к сожалению, они воруют данные богатства для того, чтобы покрывали они свои издержки в военном области за рубежом, а также для того, чтобы финансировать своих вассалов исторических организаций. И что касается западной, северной региона страны, там есть оккупация Турции, и мы будем продолжать противостоять и воевать с этими террористами, даже те элементы, которые поддерживаем турецкое государство. Они сейчас в данный момент, кстати, вот эти два региона, северо-восток страны и запада северной страны, самые богатые регионы страны. Это сельское хозяйство, нефтяные, газовые и минеральные. Используют эти источники для того, чтобы продлевать этот кризис больше, чем 11 лет. И для того, чтобы уничтожить государство Сирии. Я хотел бы упомянуть о том, что существует также военная база Соединенных Штатов Америки на северо-восток страны. Называется база Атенф. Третий вопрос – это те санкции, которые навязаны Западом сирийское государство. И это является самой ужесточенной санкцией с момента проявления таких санкций против других государств. И, конечно, другие страны, кроме Сирии, еще страдают от этих санкций. Каждая страна, которая отказывается от гегемонии Соединенных Штатов Америки или подчиняется политике американцев, то будет она подвергаться санкциями. Конечно, приоритетом для нашего государства это обеспечить потребности, первые необходимые товары для сирийского народа, особенно в рамках блокады экономической и террористической войны. И мы работаем с нашими дружественными странами по этому вопросу и с нашими союзниками. И хотел бы воспользоваться случаем для того, чтобы выразить благодарность и признательность нашим друзьям из Российской Федерации, которые стояли бок о бок с нами
в борьбе против международного терроризма. И стало известно, если бы не вмешательство российского государства и вооруженных сил России, то Сирия переживала в данный момент очень трудные времена. Союзнические отношения между Россией и Сирией содействовал уничтожить террористических элементов. Это союзнические отношения продолжаются. И работаем совместно для того, чтобы воспользоваться любые возможности, чтобы освободить всю территорию Сирии от террора, который угрожает не только нашу страну, но и других стран. Яхетпи айтападжа шамтулапи арат республики мартажаратпи ахунткаракуи ризыка зашику зипшрой. Нас кишижулар ишпары дыркулу урыстулы шеришизы казаши. Это очень чувствительный вопрос. Множество людей в западных странах, к сожалению, привыкли лгать и заниматься лживой политикой. Они нам говорят одно и делают другое абсолютно. Евросоюз в результате давления со стороны Соединенных Штатов Америки и некоторые экстремистские страны Европы стали заявлять о необходимости выполнить некоторые их условия для того, чтобы осуществлять их интересы в регионе. Потому что их цель, самый главный, был, остановить развитие Сирии в этом регионе. Имеется в виду, что главное препятствие перед продолжением, расширения Запада в регионе, и для того, чтобы воспользоваться богатствами стран региона и инвестировать в кадровые ресурсы, хотели воспользоваться только по их цели. Вот они не могли осуществлять все это только после того, как уничтожит роль Сирийской Арабской Республики в регионе. Поэтому отношения между Сирийской Арабской Республикой и некоторые европейские страны, они являются наихудшие, потому они продолжают поддерживать террористических элементов. Я не хочу тут упомянуть некоторые европейские страны, которые у них есть до сих пор посольство внутри Сирийской Арабской Республики. Они с нами разговаривают так или иначе, и они предоставляют некоторую гуманитарную помощь сирийскому народу. Но я не могу называть этих стран. Почему? Потому что, к сожалению, Соединенные Штаты Америки, как только услышат, они будут завтра ввести санкции против этих стран. Ярбан тулаку адгал расчувство нас и ширтует храра зипшрой. Правда сказать, у нас очень много друзей. Несмотря на те давления, которые занимается Соединенные Штаты Америки, я думаю, что вы услышали мои заявления в абхазской СМИ. Я сказал, что беспрецедентные санкции были навязаны Российской Федерации после спецоперации. Я высказал, что Сирийская Арабская Республика сразу поддержала позицию Российской Федерации в спецоперации. И если вы увидели, какая историческая позиция стран Запада по этому поводу, но хочу вам сказать о том, что есть у нас очень много союзнических отношений со многими странами мира, но главной из которых является Российская Федерация, также Иран, который страдает, конечно, от санкционной политики Соединенных Штатов Америки и другие страны. Но отношения между Сирией и арабским миром стало в большинстве своей силы хорошее, но они боятся все-таки Соединенных Штатов Америки до сих пор.
и западных стран, чтобы не навязали им санкции за дружбу с Сирией. Несмотря на все это, необходимо, чтобы было мужество с других стран, чтобы проявить свою независимую политику, заявить о необходимости восстанавливать отношения с Сирией, поскольку Запад и Соединенные Штаты Америки не бог для того, чтобы бояться постоянно введения санкций. И мы работаем со многими этими друзьями для того, чтобы поднять эти отношения на высшем уровне. И даже когда идет голосование на полях ООН, то много стран голосуют за Сирию. И мы с оптимизмом смотрим, что после окончания спецоперации Российской Федерации на территории Украины много стран будут стоять бок о бок с Россией, несмотря на те давления, колоссальное давление, которое ведется со стороны Соединенных Штатов против весь мир. Апсны шемтовапе арат республики Русицура о перспективах сейчас я что и шпажбо. Я думаю, что перспективы отношений между двумя странами безграничны в рамках той возможности, которые у обеих стран. В рамках заседаний МПК и в рамках заседаний совместных учреждений в двух странах. И в рамках последнего визита его превосходительства президента Абхазии в Сирийской Арабской Республике мы определили эти возможности, и они множество охватывают очень многие сектора сельского хозяйства, экономики, торговли. Также, возможно, идет обсуждение вопроса установления прямой морской линии между двумя странами. И я хочу подтвердить вновь, что экономические отношения между двумя странами, они должны находить свое место в будущем. Я думаю, прилагая не так уж колоссальные усилия, мы можем двигать этих отношений в рамках инвестиций в двух странах. Сейчас я что и шемтовапе апсны ахатарна краусура. Наша оценка работы посольства Абхазии в Сирии наивысшим образом прекрасная работа ведет посольство. И существует на самом деле две дипломатические миссии, следят за дипломатической деятельностью двух стран в Сирии и Абхазии. Это наше посольство в Москве и делает все возможное для того, чтобы укреплять отношения с абхазской стороной и следить за выполнением всей договоренности, достигнутой между двумя сторонами, и также принять и предложения других сторон для того, чтобы улучшить эти отношения. А что касается ваш посол, который очень, я бы сказал, любящий Сирийской Арабской Республики, он делает все возможное и больше для того, чтобы укреплять отношения и углублять их во всех областях. И на самом деле мы не чувствовали ни разу, когда мы с ним встречаемся, о том, что только он сириец на самом деле. Я хотел бы отметить также о том, что он схож с нашим послом доктором Риядом Хаддадом, посол Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации. И наш посол тоже характеризуется тем, что у него есть абхазские особенности. Это имеется в виду доброжелательность, щедрость, гостеприимство, любовь к народу Абхазии и искренняя заинтересованность в укреплении отношений. Поэтому мы должны воспользоваться временем для того, чтобы на самом деле выполнить те договоренности, которые были достигнуты ранее. Они ждут определенное время. И табуб дарат за хайччавераза шужлари республики ирзехес шутатынч хари айс хазыгары. Скуяна гуит абсутил хобшра а телеканала джа изныком по шейччавера нахцапха.
Еще раз хочу выразить свои признательности за то, что я здесь присутствую среди вас. И хочу передать народу и государству, и руководству Абхазии приветствие его превосходительства президента Башара Асада. А также я несу с собой приветствие его превосходительства президента Республики Абхазии господин Аслан Джаня, господину президенту Сирии, также и народу Сирийской Арабской Республики. Самое главное, что два президента, они настойчиво хотят идти вперед для улучшения отношений во всех областях между двумя народами. И должны все договоренности, которые я уже сказал, были достигнуты ранее, выполнены. Очень много граждан Сирии, они истоком из абхазской земли, и они работают в Сирии как настоящие сирийцы, и поэтому очень важно воспользоваться человеческий фактор для того, чтобы улучшать эти отношения между двумя народами.